Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амшекшара. Коротко о темах в сегодняшнем выпуске. Прошла встреча президента Аслана Бжаня с молодыми абхазскими учеными. В Центре социально-экономических исследований провели круглый стол на тему предпринимательства и инвестиций как фактор экономического развития Абхазии. В Абхазии открыл свои двери кризисный центр семейного типа для детей, которые нуждаются в особой социальной помощи. Настоящее и будущее национальной абхазоведческой науки, история Абхазии, экология, взаимодействие с коллегами из России. Все эти темы были затронуты на встрече президента Аслана Бжаня с молодыми абхазскими учеными. Во встрече также принял участие руководитель администрации президента Абисалом Кварчия. Открывая встречу с молодыми абхазскими учеными, президент Аслан Бжаня отметил необходимость подобных встреч и выразил надежду на открытый диалог, а также сотрудничество с молодыми эрудированными людьми. Ведь их знания важны для развития государства. Нам, руководству Абхазии, президенту, конечно же, нужны по многим вопросам, практически по всем, определенные экспертные заключения. Чем больше специалистов к этой работе будет подключено, тем более выверенные решения будут приниматься руководством страны во всех направлениях. Конечно же, я в этом плане рассчитываю на вас. Это первое заседание Совета молодых ученых при президенте. На повестке встречи глава государства выделил темы, касающиеся истории Абхазии, языка, культуры, медицины и экологии. Конечно же, мы должны постараться сделать все, чтобы сохранить нашу природу. Это очень важно, чтобы соблюдались экологические требования, экологические нормы. Вот недавно такой был материал, всплеск, значит, дельфины погибли, и кто-то решил это увязать с тем, что нарушаются нормы по добыче рыбы или нарушаются какие-то правила. Здесь есть специалист-эколог? Гибель фауны, она зависит не столько от промысла, сколько от естественных заболеваний. Что касается дельфинов, и это доказано, это не только в Абхазии, это на всем Черноморском побережье наблюдается. И ряд проектов по дельфинам существует и в Российской Федерации. И это вот такой фактор, который не имеет такой прямой связи. Также на встрече отметили важность взаимодействия абхазских ученых с российскими коллегами. Работа в рамках межгосударственных договоров, соглашений и сотрудничества в разных сферах науки должна стать точкой опоры, отметил глава государства. Может быть, мы с вами можем нащупать дополнительные нити нашего общения, нити, которые будут нас в еще большей степени связывать. Это очень важно. В зале собрались кандидаты наук, преподаватели университета, аспиранты. Советник президента по вопросам науки Милана Бжаня отметила, что подобные совещания с главой государства – хорошая площадка для привлечения молодых ученых в науку и обсуждения важнейших вопросов. Молодые ученые и молодежь по своему складу ума и отличительным чертам могут успешно вливаться в науку. Они могут также оперативно и гибко перестраиваться на возникающие вопросы в конкурентном мире. Это люди новой формации и готовы к быстрым и решительным действиям. На сегодняшний день в научном сегменте нашего общества есть запрос на формирование таких новых кругов, которые способны очень компетентно и с помощью коммуникации выстраивать такой диалог. Кандидат экономических наук, доцент кафедры экономической теории Абхазского государственного университета Линда Ампар отметила, что на сегодняшний день в науку идут лишь единицы из-за отсутствия мотивации и благоприятных условий для работы, и выступила с рядом предложений. Научная деятельность молодых ученых должна освещаться в СМИ.
Сегодня важно рассказывать молодежи о значимости науки для будущего, о достижениях молодых ученых, и лучше всего для этой роли, наверное, подходят сами молодые ученые. Второе. В продолжение освещения предлагаем на сайте президента Республики Абхазия добавить раздел Совета молодых ученых. Следующее. Убеждены, учреждение ежегодной премии президента для молодых ученых будет являться дополнительным мощным стимулом для их деятельности. И хотелось бы предложить проведение ежегодного фестиваля науки в рамках Абхазии и устраивать в рамках этого фестиваля дни открытых лабораторий, проведение лекций, семинаров, конференций. Большое спасибо. Все предложения, которые вами озвучены, приняты и в сжатые сроки будут реализованы. Да. Далее ряд молодых ученых выступили с докладами, касающихся различных отраслей науки. Кандидат экономических наук Давид Арзенба затронул тему соглашения между Россией и Абхазией о научно-техническом и инновационном сотрудничестве. Как известно, в республике частично сохранилась инфраструктура крупных советских научных учреждений. В республике имеются ученые по самым разным отраслям, которые готовы проводить актуальнейшие научные исследования. Вот, может быть, в рамках такого межправительственного соглашения попытаться выработать механизм взаимодействия, позволивший нам, абхазским ученым, обеспечить доступ к передовым знаниям, опыту и, самое главное, необходимому научно-техническому оборудованию. Младший научный сотрудник отдела истории АБИГИ Геннадий Цулая представил доклад о значимости сохранения исторической памяти государства, а также подчеркнул важность поддержки руководством страны развития науки. Наше государство на протяжении десятилетий делает все возможное для развития научных институтов. Однако без определенного финансирования наших ученых, на которых держится вся концепция исторической науки, будет сложно биться с недругами нашего государства в информационном поле. Сегодня, как никогда, ученые нашей страны должны принимать участие в международных конференциях в Российской Федерации, публиковать свои материалы в научных изданиях, журналах, выезжать в командировки в архивы, где хранятся уникальные материалы по истории Абхазии и соседних народов. Мы знаем, что ваша поддержка, оказываемая молодым ученым, является одним из важных шагов по развитию науки в нашей стране, и мы надеемся на вас. Пользуясь случаем, я бы хотел от имени нашего института подарить вам наши сборники. Коснулись ученые темы признания решений арбитражных судов, работы с ФТИ, проблем развития абхазского языка, настоящего и будущего национальной абхазоведческой науки и других тем. Уверен и благодарность вам за то, что, кстати говоря, не припомню последние десяток лет такую открытую встречу в таком формате с главой руководства. Большая благодарность вам за то, что мы смогли встретиться в таком формате. Я надеюсь, что это будет весьма полезно. Как говорится, таланту нужно помогать. Поверьте, талантливых людей у нас в обществе очень много, молодых людей, которые должны выезжать. А что такое историк? Историк, он не кабинетный работник, он должен все-таки расширять географию работы. Это вот Геннадий Вячеславович сказал, выезжать за пределами Абхазии, работать в ряде других научных, культурных центров, в том числе не только в Российской Федерации, но и за пределами. В марте 2024 года в Абхазии создали Совет молодых ученых при президенте. Главная цель – прямой диалог и взаимодействие с молодым научным сообществом. После совещания молодые ученые поделились своими впечатлениями о встрече с главой государства. Мы поднимали актуальные темы для развития отечественной науки, роль молодежи в формировании нашей науки. Ряд инициатив было озвучено коллегами из институтов, нашими учеными. Президент поддержал эти инициативы. Мы надеемся, что в ближайшее время те инициативы, которые были озвучены, будут реализованы. И, конечно же, надеемся на поддержку более опытного поколения, старшего поколения, которые также смогут помочь нам в реализации тех или иных проектов. Сегодня состоялась очень важная встреча с главой государства, Совет молодых ученых, который был организован совершенно недавно. И мы приняли в нем участие представители Абхазского института гуманитарных исследований, в частности, занимавшиеся историей.
Вот. И в этой связи хочется сказать, что те глобальные перемены, которые происходят сегодня в мире, они очень влияют на и нашу с вами историю. И вот в этом контексте, конечно же, роль историков, роль объективной истории, изучения, исследования истории играет важную роль в области безопасности государства. Встреча Аслана Абжания с молодыми учеными длилась более часа. За это время они успели обсудить ряд важных тем, коснулись многих вопросов. Гугут Савардания, Тимур Гогохия, Инал Гвинджия, Абхазское телевидение. Круглый стол на тему предпринимательства и инвестиций как фактор экономического развития Абхазии провели в Центре социально-экономических исследований. Перед началом дискуссии присутствующие почтили минутой молчания память директора Института экономики и права Академии наук Абхазии, доктора экономических наук Заура Шалаша, который планировал принять участие во встрече. Репортаж Рады Чичава. В ходе круглого стола обсуждалось множество важных для экономического развития страны вопросов. Ряд спикеров выступили с детальными докладами о развитии бизнеса в Абхазии, предпринимательском деле и структуре национальной экономики. Перед началом мероприятия присутствующие почтили минутой молчания память директора Института экономики и права, доктора экономических наук Заура Шалаша, который планировал принять участие в дискуссии. Открывая мероприятие, руководитель ЦСИ, кандидат философских наук Олег Доменя подчеркнул, что результаты политической деятельности без учета научных данных не могут быть успешными. В качестве главного вектора развития государства должен быть прежде всего человек и его благополучие, а потому основные направления, которым необходимо уделить максимальное внимание, это безопасность, экономика и культура. Далее модератор круглого стола, научный сотрудник ЦСИ Илона Мирцхулава представила результаты детального опроса предпринимателей Абхазии относительно проблем и условий развития бизнеса в республике. Основные задачи развития предпринимательского сектора Абхазии не просто те, которые сформулированы в стратегии социально-экономического развития, те, которые реально мы с вами наблюдаем в нашей жизни, это формирование среднего класса. То есть мы с вами должны создать средний класс людей, которые целью которых будет, скажем, достойный уровень жизни, и это будет своего рода стабилизирующая сила вообще гражданского общества. Ну и в рамках создания этого среднего класса, конечно же, что мы будем иметь? Это создание новых рабочих мест, снижение уровня безработицы и социальной напряженности в обществе, развитие реального сектора экономики, формирование собственной производственной базы, ну и как следствие в итоге это увеличение доходной части государственного бюджета. Из опроса следует, что по состоянию на 2022 год частный сектор экономики приносит государству более 75% формирования собственных доходов страны. По его данным, основными источниками финансирования бизнеса являются личные накопления и прибыль. Наиболее негативное влияние на развитие предпринимательства оказывают недостаточность начального капитала и собственных оборотных средств, трудности с получением банковских кредитов и отсутствие должного правового порядка. Значит, отрасль экономики наиболее привлекательная для внутренних инвестиций малого и среднего бизнеса. Это, конечно же, сфера туризма и отдыха прежде всего и торговля. Да, вот все-таки мы идем не по очень популярному пути, скажем так. Ну и факторы, препятствующие привлечению инвестиций в малый и средний бизнес, это прежде всего финансовые риски на первом месте, политическая нестабильность и несовершенство законодательства. Но в то же время предприниматели достаточно, скажем так, положительно оценивают применяемые налоговые режимы на территории Абхазии, то есть мнения разделились пополам практически. С обширным докладом об инвестициях выступила заведующая отделом национальной экономики ЦСИ, кандидат экономических наук Хатуна Шатипа. Начиная с 2009 по 2022 год общий объем инвестиций в экономику Абхазии составил 65 миллиардов 640 миллионов рублей. ВВП в номинальном выражении за этот период увеличилось на 40 миллиардов. То есть 5 рублей инвестиций нам обеспечил приращение ВВП на 3 рубля.
Показатели прироста розничного товарооборота 25 миллиардов за этот период. Импорт на эту же сумму показывает прирост. А далее скромные показатели – это объем промышленной продукции 6 миллиардов, экспорт менее даже 6 миллиардов за эти 15 лет. Численность занятых в экономике увеличилась на 3647 человек. После представления докладов собравшиеся дискутировали, делясь экспертными данными из различных сфер. Коснулось обсуждения множества важных тем, в том числе системы налогообложения, экономических реформ и многого другого. Выступил перед собравшимися и руководитель администрации президента Абессалом Кварчия. Он отметил, что для успеха реализации экономических программ и развития республики в первую очередь необходима человеческая культура, которая обеспечит соблюдение закона. Все, что происходит в экономике, на сегодняшний день, оно определяется не экономическими теориями, не правовой базой, не программами 25 шагов и прочее. Оно все-таки, я думаю, определяется нравственностью, которая преобладает в нашем обществе. Какова нравственность, такова культура. Какова культура, такова и правовая нравственность. Круглый стол продолжал работу около 3 часов. Полную версию материала смотрите в эфире Абхазского телевидения. Рада Чачава, Алексей Агухава, Абхазское телевидение. В Министерстве экономического развития Российской Федерации прошли переговоры по вопросу организации круизных туров между Россией и Абхазией. С абхазской стороны в переговорах участвовал министр туризма Теймураз Хишва. С российской – заместители министра экономического развития Дмитрий Вахруков и Дмитрий Вольвач, ответственные лица Минэкономразвития, Минтранса, Российской палаты судоходства и администрации морских портов Черного моря. Впервые в Абхазии открыл свои двери кризисный центр семейного типа для детей, которые нуждаются в особой социальной помощи. Центр был открыт при поддержке общественных благотворительных организаций «Панорама» и «Киарас». Подробности в репортаже Ульяны Рожковой. Кризисный центр семейного типа представляет собой дом, куда могут приводить детей, которые оказались в сложной жизненной ситуации, то есть отсутствие полноценной опеки над детьми, угроза жизни, физическому и психическому здоровью ребенка, трудности в обеспечении нормального питания. И впервые такой центр открылся в Абхазии, где будут предоставлены все условия для комфортного пребывания детей. Этот центр открыт благодаря благотворительной общественной организации «Панорама» и при поддержке нашего государства. Нахождение детей в нашем центре возможно до 6 месяцев. То есть если есть дети, которым временно нужно покинуть свою семью по тем или иным обстоятельствам, их могут привести в наш дом, и до 6 месяцев они могут находиться здесь. Максимальное количество детей, которые могут находиться в нашем доме, 10 детей. У нас 7 социальных работников, которые будут работать по дежурству с ночевкой, естественно, посменно. И поэтому на сегодняшний день мы полностью готовы для того, чтобы принимать детей, которым необходима такая поддержка. Центр будет выполнять функцию временного пристанища для детей на период определения их дальнейшей судьбы и оказания помощи. Будут приниматься дети с рождения и до совершеннолетия. Идея открытия данного центра зародилась еще давно, но воплотить ее в жизнь удалось только сейчас. Благотворительная общественная организация «Панорама» получила поддержку, и, соответственно, этот кризисный центр открыт. Он будет работать в течение года. И если мы все поймем, что есть необходимость в продолжении этой работы, то, соответственно, рассчитываем на поддержку государства. Наверное, наш центр покажет, нужен ли вообще кризисный центр в Абхазии. Если он нужен будет, то мы будем дальше работать. Если в Абхазии, к счастью, наверное, не будет таких детей, которых нужно определять в этот центр, то центр не будет продолжать свою работу. Работать в центре будут специальные волонтеры. Детям будет предоставлено качественное трехразовое питание. Дети будут ходить в школу и заниматься в различных кружках. Также будет организован досуг. На сегодняшний день центр может принять около 10 малышей.
Наш кризисный центр, он семейного типа, поэтому в наши обязанности будет входить забота о детях и выполнение с ними, в принципе, тех бытовых, обычных задач, которые люди выполняют у себя дома. То есть наша задача максимально обычно в бытовом формате заниматься с детьми. То есть мы, по сути, будем как семья, которая вот примет их и будет в коротком промежутке времени заботиться о них. Открытие кризисного центра в Абхазии является одним из приоритетных направлений деятельности аппарата уполномоченного по правам ребенка. Этот вопрос поднимала еще в прошлом году детский омбудсмен Мактина Джинджолия. Однако тогда ни один из предложенных вариантов не был одобрен. Успех и стремление привели к тем результатам, которые есть на данный момент. Мы, как аппарат уполномоченного по правам ребенка, получаем различные сигналы и от службы социальной поддержки детей и семей, от общественных организаций, от самих лиц, которые попали в тяжелую ситуацию. Вот по практике работы аппарата могу сказать, что единовременно в год порядка 10 детей оказываются в положении, когда им необходимо временное убежище в виде кризисного центра. Есть ситуации, когда детей необходимо изъять из биологической семьи, из семьи опекунов, потому что в наших семьях встречаются все случаи нарушения прав ребенка, которые представлены в мире. Уже есть потенциальные жители кризисного центра. Несомненно, было бы лучше, если бы дети не нуждались в посторонней помощи, были счастливы в семьях и имели крышу над головой. К сожалению, для многих открытие данного центра – единственная надежда на будущее. Ульяна Рожкова, Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение. 10 апреля в Москве в Государственном музее имени Пушкина пройдет вечер, посвященный 95-летию Фазиля Искандера, который организует московская абхазская диаспора. В программе вечера выступления известных писателей, актеров, поэтов и литераторов. Актеры Русского театра драмы имени Фазиля Искандера украсят вечер отрывками из спектаклей и поэтическими произведениями Искандера. А сейчас о погоде. По сообщению гидрометцентра, в пятницу 5 апреля на территории Абхазии не ожидается осадков. Температура воздуха ночью 7-12, днем 14-19 градусов тепла. Температура морской воды плюс 12 градусов. На этом информационный выпуск Амчикшара подошел к концу. Всего хорошего. До свидания.